Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарим вас за то, что вы подошли сегодня на нашу пресс-конференцию. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную декаде Аланхо. Как все знаете, 25 ноября у нас Национальный день Аланхо, который мы празднуем ежегодно. Проведение декады Аланхо является традиционной. Каждый год у нас на протяжении нескольких дней по всей республике проводятся дни Аланхо. Во многих улусах уже начали проводить дни Аланхо, и в республике, в городе Якутске, основные мероприятия пройдут с 25 ноября по 10 декабря. По поводу мероприятий, которые запланированы непосредственно в рамках декады Аланхо, давайте слово предоставим Шишигиной Февронии Васильевне. Что касается научно-практических мероприятий, слово будет иметь Анисимов Руслан Николаевич. Так, добрый день. 25-го у нас начинается декада Аланхо. Республиканская ассоциация Аланхо является одним из самых активных участников проведения этой декады. Наряду с Исехом Аланхо, декада Аланхо, в последние годы она превратилась в поистине народный, такой национальный праздник. Принимают участие все население республики от мала до велика. У нас уже самое большое достижение этих наших последних лет, как Аланхо было объявлено шедевром мирового уровня. У нас появились свои настоящие исполнители Аланхо. Это наши аланхосуты преклонного возраста. Они в детстве видели аланхосутов настоящих, они исполняли Аланхо. И затем у нас появилась плеяда молодых исполнителей. Их сегодня у нас насчитывается уже около 100 человек. Это самые активные люди, которые сейчас являются пропагандистами нашего национального эпоса. И у нас появились дети. У нас ежегодно проводится фестиваль детские исполнители по исполнению Аланхо, и ежегодно на этом фестивале у нас участвует около 500 детей. И у нас появились мастера-педагоги, это результат их работы. Это самое большое достижение работы нашей ассоциации. В дни декады Аланхо у нас во всех республиках, во всех улусах республики проводятся масштабные мероприятия. Они у нас уже начались с 1 ноября. У нас подключены администрации муниципальных районов, администрации наследов, дома Аланхо, работники культуры и работники образования. Мероприятия проводятся в дошкольных образовательных учреждениях, в детских садах, в школах. У нас есть очень много интересных проектов. Это так называемые проекты Галгалонхолаухан, когда аланхосутов приглашают в семьи, собираются вся родня, родственники и приглашают аланхосута. И сегодня у нас аланхосуты, они могут уже исполнять по 3-5 часов без остановки. В семьях они рассказывают по часу. У нас появились молодые аланхосуты. Есть очень хороший проект. Здесь сидит автор этого проекта Юрий Борисов, Атах Аланхосуттар Артык Тарнанден. И он в прошлом году летом в Намском районе ходил по наслегам и рассказывал Аланхо. Этот проект у нас сейчас, этот проект проводится. Так, истячени ити, воспитание слушателей, этот проект. Аланхосуты ходят по учреждениям, это в школы, в классы, в детские сады, приглашают предприятия, учреждения и там исполняют. Недавно у нас прошел фестиваль Мунка Аланхото,
Ну, мука – это подледная рыбалка, это традиционное такое событие, куда собирается весь наслег. И это молодежный у нас фестиваль. Молодые олонхосуты приехали в Хаяхсыт, в Черепчинский район, и накануне Большого Моха, подледной рыбалки, они вечером и ночью состязались в исполнении олонхо. Там было очень много народу, и, наверное, они так хорошо исполнили олонхо, что и рыбалка-то удалась, очень много рыбы наловили на следующий день. Много у нас работают дома олонхо, это у нас есть 12 домов олонхо, и в эти дни они проводят обширную работу это идеологическая работа, это воспитательная работа. Они работают с детьми, с молодежью, они проводят, учат нашим обычаям, исполнению тех или иных обрядов. Это, можно сказать, это передача, в эти дни происходит очень активная передача из поколения в поколение культуры. Так, проводится работа по сохранению языка, очень много в эти дни таких мероприятий, чтобы красота языка, дух народа, все те обычаи, обряды, которые помогали во все времена, во все века народу, чтобы они передавались из поколения в поколение и помогали людям. Вот такая работа проводится. В этом году у нас исполняется 20 лет нашей ассоциации, и одно из больших мероприятий вот этой декады 9 декабря мы проводим торжественное большое собрание общественности, посвященное этому юбилею. Приглашаем, будут все наши активисты, общественники. Да, действительно, это общественная работа, привлекается очень много людей. И вот 9 декабря мы будем чествовать и также планировать свою работу на следующий год. Спасибо. Так, добрый день. Как традиционно, наше научное учреждение республики – это научно-исследовательский институт олонхо, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Мосова и Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Соран участвуем каждый год в организации этой нашей прекрасной республиканской декады олонхо. В этом году наши коллеги совместно с Институтом гуманитарных исследований мы проводим 10 мероприятий в рамках данной декады олонхо. Первое – это большое мероприятие, можно сказать, это первая республиканская акция «Диктант олонхо», который мы инициировали вместе с Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия и Ассоциацией олонхо. Начиная 24 ноября по 30 ноября все республиканские библиотеки и научные учреждения культуры и образования будут проводить этот диктант олонхо. Диктант проводится целью, это в целях развития навыков грамотного письма на родном языке посредством языка великого эпоса олонхо и вот его популяризация, его языкового потенциала среди населения. Ну, отзывы очень хорошие. У нас каждый день звонят со всей республики. Все желают участвовать в данной акции и хотят проверить свои знания в области языка олонхо. И по итогам этой мы выявим отличников именно на знании языка олонхо. И вот эти все результаты будут вывешены на нашем портале, многоязычном портале олонхо.инфо. И мы хотим эту акцию сделать ежегодной. И в следующем году мы планируем
привлечь и наше русскоязычное население, ну, наверное, будет это тестирование на знание вот именно нашего Олонхо, шедевра устного и нематериального наследия человечества. И второе наше большое мероприятие – это проведение Всероссийской научно-практической конференции на тему «Якутское героическое эпос Олонхо. Сохранение, изучение и развитие» с международным участием. Эта конференция посвящена 75-летию кандидата филологических наук, доцента, действительно члена Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, руководителя Центра Олонхо по научно-методической деятельности и международным связям театра Олонхо Агафьи Еремеевны Захаровой. Но, как мы все помним, в 2005 году группа ученых под руководством Захаровой Агафьи Еремеевны, 10 человек, и Василия Николаевича Иванова, тогдашнего директора ИГИ Академии наук России, была подготовлена вот пакет документов для провозглашения ЮНЕСКО Олонхо шедевром устного нематериального культурного наследия человечества. Поэтому наша Агафья Еремеевна имеет очень огромный вклад именно в признание якутского эпоса на мировом уровне. В связи с этим приедут к нам гости, ученые из Кыргызстана, из Турецкой Республики и из Республики Калмыкия Российской Федерации. Конференция будет проходить 27 ноября в Саха-театре, с участием широкой общественности республики. Конференция будет работать на пленарном заседании, и плюс секционное заседание будет, и пройдут круглые столы, семинары и дискуссионная площадка на тему вот эпического наследия. А также пройдут республиканские конференции. Это традиционный форум Института гуманитарных исследований «Якутское героическое эпос Олонхо на стыке устной и письменной традиции», посвященный 80-летию со дня рождения Петрова, первого доктора филологической науки Якутии по фольклористике. И одно республиканское мероприятие – это в Чурапчинском улусе, посвященное 150-летию Теплоухова Тимофеева, известного Олонхосута из Чурапчинского улуса. А также 4 декабря пройдет знаменательное событие в научной общественности. Это презентация академической серии Саха Ботурдара. Эта серия была инициирована в 1999 году, и в 2002 году была напечатана первая книга «Алатыр Латуйгум Бухатыр» Романа Петровича Алексеева из Улданского улуса. И эта книга, академическая серия Института гуманитарных исследований, всего насчитывается 21 книга, и в этом году они закончили эту большую работу, и данное мероприятие пройдет в Национальной библиотеке. Так. А также мы очень рады, что городские школы заявили свое желание участвовать в декаде Олонхо, и мы с ними проводим городскую конференцию школьников по Олонхо. Тоже нас это радует, то, что городские школы тоже участвуют в данной нашей декаде Олонхо. А также у нас будет презентация книг профессора Метин Эргün Университета Гази Турецкой Республики. Он защитил докторскую работу по якутскому Олонхо, по эпосу Эрсоготох, его варианта. И он к нам приедет, и он закончил еще 2 книги. Это перевод научных трудов Иннокентия Васильевича Пухова и Николая Васильевича Емельянова на турецкий язык. И, соответственно, это большая работа, его заслуга будет оценена в нашем институте, по Кулаковского 42, 101 кабинет. У меня вкратце так. Что касается творческой части, театр Олонхо традиционно подготовит премьеру спектакля «Кулан Кыртай Бухатыр» в постановке Зои Гаврилевны Поповой и Никандра Прокопьевича Тимофеева.
А также многие театры в рамках декады Олонхо тоже планируют постановки своих спектаклей, в том числе, например, театр юного зрителя, он будет практически приходить в гости к детским садикам и к школам со своими постановками по Олонхо. Также мы ждем очень наших коллег с Народный театр Мигина Кангаласского улуса, который также поставит спектакль Олонхо по Норою, Күн эрили, режиссер Ариан Пермаков. Также будет представлен спектакль «Кыздебеле» в постановке студентов Арктического института. Вот они буквально завтра выезжают в Горный Алтай принять участие на научно-практическую конференцию, посвященную непосредственно эпическому наследию народов, да, и его сценическому выражению. И там представить тоже этот спектакль. Также в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 155-летию Марии Николаевны Андросовой-Ионовой, театр Олонхо представит спектакль «Таптал Талыта», который также был поставлен по Олонхо Марии Николаевны. Потом, кроме этого, также театр Олонхо представит в рамках декады Олонхо спектакль «Три светила», который также был очень хорошо презентован в этом году летом в Казани в рамках фестиваля тюркоязычных народов «Наурус». Ну и хочется отметить, что будет состоиться достаточно такое знаменательное мероприятие, презентация фотоальбома «Солнце над Алданом». Вы все прекрасно знаете, что в прошлом году в Алдане провели ИСыХ Олонхо, и он достаточно был успешен. И в этом году наши коллеги с Алданского района подготовили очень хорошую книгу «Фотоальбом». И вот они как раз его будут презентовать в Национальной библиотеке 2 декабря. Кроме всего этого, у нас традиционно ежегодно проводится мероприятие, которое называется «Битва в стиле Олонхо», но это мероприятие, которое проводится среди школьников, среди студентов, в котором ребята из школ Олонхо разных улусов будут соревноваться в знании Олонхо, в использовании языка Олонхо, в пении, в таюке и так далее. И так как в этом году год театра, мы в этом году совместно с компанией «Звук и свет» организуем первый республиканский конкурс-фестиваль, который называется «Голос Олонхо». И «Голос Олонхо», в котором будут принимать участие любители. То есть, если вы умеете петь таюк, если вы умеете хорошо складывать текст и еще имеете какую-то артистическую, допустим, чувства там какие-нибудь определенные, да, то вы можете принять участие. Тоже это в рамках декады Олонхо у нас состоится. Кроме всего прочего, также будут очень хорошие выставки будут проведены. Например, выставка также будет проведена в Национальном архиве, посвященная Марии Николаевне Андросовой-Ионовой. Эта выставка также посвящена 155-летию известной женщины Олонхосута, певицы, знатока якутского языка, фольклора. И она является практически одной из первых женщин-ученых, которые в свое время пропагандировали не только Олонхо, но и в целом якутский язык. Хорошее мероприятие у нас будет в самом дне Олонхо, 25 числа. Мы всех приглашаем. У нас традиционно с 4 часов начнет работать выставка, посвященная юбилярам. У нас в этом году очень много юбиляров, исполнителей Олонхо и людей, которые сопричастны к Олонхо. Потом, после этого в 17 часов у нас будет торжественное открытие и чествование юбиляров. И в 18 часов, в 6 часов вечера мы начнем Олонхо перформанс, который также готовит театр Олонхо. Может, у кого-то есть вопросы? Коллеги, что-нибудь есть добавить? Я добавлю, да? Так, мы все знаем то, что в республике уже который год работает образовательная система педагогика Олонхо. Педагогика Олонхо занимается институтом национальной школы и наш научно-исследовательский институт Олонхо. И мы 6 декабря в нашем институте проводим республиканский научно-методический семинар для педагогов-мастеров, для педагогов
Олонхо – это пути эффективного использования разработанных методик преподавания эпического наследия в образовательном процессе. В этом семинаре будут обучающие уроки наших маститых ученых, которые занимаются педагогикой Олонхо. Так, нужно сказать еще о двух наших мероприятиях. Это, как я сказала, у нас в последнее время появились мастера-педагоги, и у каждого мастера складывается своя методика преподавания, своя методика, свои приемы. И вот наши мастера-педагоги начали издавать свои методические разработки, книги. И 28 ноября в Литературном музее имени Аюнского состоится презентация книги мастера-педагога Мордовской Натальи «Üyeleri küseter, keskinleri kengeter». Так, и еще у нас наши именитые исполнители Олонхо, у них тоже свои приемы. Обычно в дни цеха Олонхо у нас прямо там методические у нас мероприятия проводятся, они рассказывают свое Олонхо, и молодежь слушает, так, люди, которые только пришли к Олонхо, слушают, и они учатся друг от друга. И вот 28 ноября в Доме Арчи у нас проводится круглый стол «Становление современного сказителя». Это такое явление, которое нужно тоже изучить. И здесь презентация книги у нас состоится. Барджо Морджилга Барбара Махталынан. Это исполнитель Олонхо, Черноградский Семен Ильич. Он написал вот такую свою книгу, изложил свой опыт работы. И вот на этом круглом столе мы будем разговаривать о том, как же можно воспитать и развивать в нашем быстротекущем, таком динамичном современном мире сказителя. Спасибо. Ну и хочется еще отметить, что у нас уже практически традиционно складываются такие мероприятия, как Дни Олонхо на полюсе холода. В этом году в Аймеконский улус также от нас едут коллективы, которые также там на полюсе холода будут исполнять Олонхо. Вот это в прошлом году мы тоже ездили туда, и достаточно, с одной стороны, Аймекон — это полюс холода, и Олонхо, в принципе, это такое, которое рассказывает вечно живое, вечно зеленое там и так далее, да. Ну и плюс там должен пройти обряд Чесхана, который является хранителем мороза, тоже в рамках вот этих дней Олонхо в Аймеконе. Ну и кроме того, можно отметить еще очень важное мероприятие, торжественный вечер, посвященный Дню Хамуса. Он как раз-таки тоже в рамках практически декады Олонхо, получается, 30 ноября. Тоже пройдет такое достаточно большое масштабное мероприятие. Ну и хочется добавить, что кроме того, мы жителей республики порадуем вообще таким мероприятием, как юбилей Джейдоры Федоры Иннокентьевны Кобяковой, который состоится 3 декабря. Ну и кроме этого прочего, у нас также будет проведено мероприятие, которое посвящено танцу. И так и называется «Танец как сакральный символ в традиционной культуре народов Якутии», которые будут проводить Национальный театр танца РЛ совместно с Республиканским ресурсно-проектным центром, который также пройдет с 3 по 5 декабря. Вот. Ну и все мероприятия у нас достаточно такие масштабные, достаточно такие, как Олонхо говорится, все большое, все красивое, все масштабное. И если у вас получается, то надо успевать везде побывать, везде посетить, потому что как раз-таки в этот период все самые лучшие, то, что имеется в Олонхо, оно как раз-таки сфокусируется в городе Якутске. И жители города Якутска, и гости города Якутска могут насладиться и пением Олонхо, и исполнением Олонхо. Кроме того, посетить различные выставки, посвященные Олонхо. Ну, также посетить, повысить свой интеллект в рамках научно-практических конференций, да. Ну и кроме того, в обязательном порядке в рамках декады Олонхо будут показаны по национальной вещательной компании САХА тоже определенные передачи, которые также будут посвящены Олонхо.
Ну и как сегодня вот Феврония Васильевна отметила, у нас есть очень такая достаточно хорошее начинание. Вот среди нас есть исполнитель Олонхо Юрий Петрович Борисов, который в свое время также начал, вот сказали же, в рамках ИСЭХ Олонхо, в рамках подготовки ИСЭХ Олонхо в Намском улусе, он обошел практически пешком весь Намский улус. И вот этот опыт, он в этом году, точнее вот осенью, ну, в рамках декады Олонхо, поделится с этим опытом и бросит клич таким же исполнителям Олонхо, ребятам молодым, которые, да, будут также ходить и обходить и свои улусы, и могут даже выйти на другие улусы и так далее. То есть в этом есть очень большая потребность. Люди ждут. Это все равно как бы приурачивается с одной стороны к возрождению, ну и с другой стороны традиционное то, что мы держим, помним и чтим вот к этому. Ну, если нет вопросов, всех ждем на мероприятиях. Всем большое спасибо. До свидания.